Международный день инвалидов. В Центре детского творчества прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате. Стальной характер и поистине неограниченные возможности. Работу мужественного и целеустремленного Айдара Ахметова признали лучшей. Руководитель агентства по печати и средствам массовой информации посетил редакции сибайских СМИ и встретился с горожанами. Добрый вечер. Актуальные новости Сибая в эфире, и я их ведущий Эмиль Ишбердин. Сегодня в город с рабочим визитом прибыл руководитель агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Борис Мелкоедов. В рамках Дня рабочих предприятий делегат провел встречу с населением и посетил местные редакции СМИ. О перспективах развития печати и электронных средств массовой информации в нашем следующем сюжете. Визит руководителя агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Бориса Мелкоедова, состоявшийся сегодня, 1 декабря, предполагал плотный график рабочих мероприятий. Первым, согласно установленной повестке дня, состоялся прием граждан по личным вопросам. Обратиться с проблемой к руководителю республиканского ведомства изъявили желание не только представители профильной отрасли, но также и рядовые граждане, озабоченные отдельными негативными явлениями в СМИ. Обсуждению поддержали такие вопросы, как подорожание печатных изданий, удельный вес информации, предоставляемой федеральными государственными учреждениями в соотношении с журналистским материалом, отсутствие эффективных инструментов для регулирования конкурентных условий печатных СМИ и интернет-ресурсов на рынке рекламы и низкая заработная плата у журналистов муниципального уровня. Вот главное, что хотелось бы отметить, это что люди выписывают газеты, их интересует содержание газет, интересует людей и интернет-СМИ. Я для себя получил много интересной и полезной информации. Ну и я думаю, что вот те недостатки, которые есть в формировании контента издания и в доставке, мы будем устранять. Надо стремиться как к повышению эффективности самих газет, так и с точки зрения тех субсидий, которые выдает государство. Далее Борис Николаевич посетил сибайскую городскую типографию, являющуюся одной из крупнейших среди производителей печатной продукции в Башкирском Зауралье. Согласно комментариям, представленным руководителем предприятия, сегодня на местном рынке печатных изданий прослеживается тенденция расширения ассортимента и тиража рекламных газет по сравнению с государственными изданиями. Однако по причине отсутствия в технической базе сибайского предприятия оборудования цветной и многотиражной печати, преобладающее число заказов уходит в типографии Челябинской и Оренбургской областей. Вот подобных мощностей рулоны офсетной печати позволит переориентировать потребительский спрос рекламных изданий на внутренний рынок города. Для бизнеса, скажем, для частных предпринимателей, скажем, более привлекательной качественная реклама. Здесь вот основные вот эти критерии. Для Сибая тоже как бы у нас много газет, которые печатаются, скажем, не Сибай. Они печатаются в Магнитогорске, Челябинске и Оренбургской области. Они тоже заинтересованы, чтобы была бы здесь такая возможность печатать здесь на месте. Но здесь всем как бы свои плюсы. Руководитель агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан признал, что укрепление материально-технической базы местного органа служит развитию рынка печатной продукции Зауральского региона в целом, согласился продолжать контакты и оказывать необходимую поддержку для решения вопроса. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТБ. К вершинам, несмотря на препятствия. Герой нашего следующего сюжета доказывает, что значит быть целеустремленным и достигать успеха, несмотря ни на что. Айдар Ахметов – юноша с неограниченными возможностями. Подробнее в материале моих коллег. Воспитанники детской художественной школы приняли участие в 13-м Всероссийском конкурсе детского художественного творчества имени Александра Тюлькина «Россия, Родина моя». В их числе Айдар Ахметов, который получил награду «Лучшая работа» за эссе по картине художника. С ним мы встретились в художественной школе на занятиях по худграфике. В мае 2017 года стартовал конкурс по России имени Тюлькина. Я подал туда свою работу. Писал я эссе по картине «Цветущие окна». Меня зацепила эта картина своей гаммой цветов. Она очень яркая. В прошлый месяц пришли результаты. Моя работа оказалась в числе лучших. Мне очень понравилось, проводилось это все
в галерее в городе Уфа. Там очень много было участников. На конкурс было прислано около 1000-2000 работ. Я участвовал в номинации «Искусствоведение». В данный момент я пишу научно-исследовательскую работу ко Дню России, всероссийский конкурс. В художественной школе я занимаюсь на протяжении 3 лет у преподавателя Айды Ириковны. Она всегда помогает мне, всегда поддерживает. Спасибо ей большое. И тут мы узнали, что появилась тематика искусствоведения. Ну, для меня это, как для педагога, тоже новое. И я подумала, раз у меня Айдар очень любит чтение, классическую зарубежную литературу, я предложила ему. Долго мы писали, но был до такой степени красивый текст, что даже член жюри Союза художников Терекулов поблагодарил его лично за выразительный красивый текст. Айдар у нас очень активный, многосторонний парень, который занимается не только компьютерной графикой, занимается и робототехникой, меломан, увлекается чтением. Особенно большое спасибо за поддержку его матери. Она не только поддерживает его как мама, но еще поддерживает наш класс. Действительно, это парень с железной волей и поистине неограниченными возможностями. Он обучается в Республиканском центре дистанционного образования и увлекается многими вещами, причем результативно. Кроме того, я участвую по робототехнике. В этом году в Уфу ездили, взяли 3-е место по России. Графикой я увлекаюсь на протяжении 3 лет. Мне очень нравится, у нас очень хороший преподаватель Айда Ириковна. Какие-то успехи есть уже в этом направлении? Да, тоже занимали места. Мы заняли 1-е по Башкортостану вроде бы. Вот, в сентябре. Я люблю читать, на гитаре играю. Читаешь какую литературу? Зарубежную. Мне очень нравится. Любимые авторы твои? Рэй Брэдбери. Фантастику любишь? Да. А на гитаре играешь, поешь? Пока только играю. Какие мелодии наигрываешь? Авторы какие-то есть любимые? Корж. На будущее я хочу сдать экзамены, поступить в магнитку на архитектора или программиста. В ближайшем будущем я хочу побывать в роли помощника ведущего на радио «Талон». Это моя мечта. Если не удается победить болезнь, побеждай себя. В этой непростой борьбе Айдар Ахметов явно выигрывает. И нет никаких сомнений, что все задуманное им воплотится в жизнь, и все его мечты осуществятся. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Накануне Международного дня инвалидов в концертном зале Центра детского творчества прошло торжественное мероприятие, приуроченное к дате. Принимать поздравления в этот день не принято, а вот во всеуслышание рассказывать о своих достижениях, озвучивать наболевшие проблемы и делиться повседневными заботами – хороший повод собраться. Международный день инвалидов – не праздничный повод для торжества. 25 лет назад, 3 декабря, Генассамблея ООН призвала обратить внимание общества к проблемам особых категорий граждан и к защите их прав. На сегодняшний день существует целый ряд мероприятий, направленных на создание обществом условий для полноценного участия в политической, социальной, экономической и культурной жизни людей с особенными потребностями. В Центре детского творчества сегодня прошел концерт, приуроченный к Международному дню инвалидов, в котором приняли участие творческие коллективы города. Это бит нашего сердца, нашего завтра. Слушай, как он звучит. Это бит лучшее средство, чтобы чувствовать правду. Стучит, стучит. Площадка для приглашенных участников мероприятия превратилась в фестивальную выставку, обратившая внимание горожан на успешную творческую жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, что становится основой для их успешной интеграции в обществе. Собрались здесь не только инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, но и дети с инвалидностью. Они сегодня здесь с нами вместе
И это не праздник, это напоминание людям о том, что среди нас есть люди с проблемами здоровья, которые тоже им необходима поддержка, помощь и внимание. Также на мероприятии выступили глава города и руководители учреждений по работе с маломобильными группами населения, отметившие содействие местных предпринимателей и общественных деятелей за вклад в работу с данной категорией граждан, число которой в нашем городе превысило 4000. Все более новые объекты с целью создания удобной городской среды сдаются с учетом требований по обеспечению безбарьерной среды. Конечно же, все существующие проблемы сможем снять только при условии тесного сотрудничества органов власти, городских предприятий, организаций, представителей бизнес-сообщества, общественных организаций и всех горожан. В текущей обстановке понятие дискриминации оставляет свои позиции позади среди проблем общества. Современный социум активно воспитывает в себе толерантность и тактичное понимание особенностей здоровья и развития человека. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется, ты моя нежность. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Век высоких технологий, сфера безопасности человека и охраны личного имущества обогащается новыми девайсами. Сибай в этом плане не отстает и оснащается гаджетами, такими как камеры наружного наблюдения. Горожане новые приспособления, призванные облегчать повседневную жизнь, принимают с опаской, хотя есть и те, кто с удовольствием использует новую услугу. Подробности узнавала Екатерина Марочкина. Негодование по поводу новой графы, появившейся в квитанции о предоставлении услуг по обслуживанию камер наружного наблюдения многоквартирных домов, появляется среди взрослого населения. Отметим, что установка камер утверждается на общем собрании собственников квартир, процедура добровольная. По этому поводу мы узнали мнение жителей. Ну а какие нарушители? Свои, которые в подъезде, мы их знаем. А так к нам никто не ходит, двери закрыты. Силуэт человека просто видать и все. Ни лица, ни номеров машин, вообще ничего не видать. Когда нам пришли и предложили установить камеру на наш дом, в принципе, лично я согласилась, потому что в наше неспокойное, скажем так, время иметь камеры, которые будут показывать двор, да, там, подъезд и так далее, это очень здорово, потому что сегодня, как говорится, это опасно, потому что из подъезда воруют, машины, я не знаю, во дворах сжигают, детей воруют, и иметь камеру – это здорово. И лично я подписалась. Несмотря на неоднозначные отзывы, удобство использования установленных устройств уже успели испытать на себе некоторые сибайцы. К сожалению, поводы для этого оказались весьма неприятными. Так, в одном из подъездов многоквартирного дома произошел инцидент в середине октября. Мужчина под влиянием алкоголя потерял своего домашнего любимца, отправился на поиски, вооружившись кухонным ножом. В процессе поиска он нанес ущерб чужому имуществу, напугал детей соседей. Для того, чтобы установить точные события, правоохранительные органы обратились к компании, которая занимается установкой камер. По словам участкового, мужчина понес административное наказание, но позже все-таки оказался фигурантом уголовного дела по тому же поводу. Другой случай не заставил долго ждать. Во дворе многоквартирного дома женщина пострадала от рук бывшего сожителя, который нанес ей побои. Также при содействии организации по обслуживанию оборудования наружного наблюдения был установлен факт нападения. Нарушитель также не остался безнаказанным. Если окна вашей квартиры не позволяют вам контролировать сохранность вашего автомобиля на парковке или местонахождение детей, вы можете сделать это дистанционно, через телефон или планшет. В больших городах практика пользования средствами записи фиксирования правонарушений уже вошла в повседневную жизнь. Содействие в профилактике и контроле за оборотом наркотиков, возможность удаленного наблюдения за жизнью и здоровьем близких, охрана имущества, которое находится во дворах многоквартирных домов, является причиной пользования технологической новинкой и в нашем городе. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Касательно других актуальных мероприятий этой недели. В грядущую субботу только один день киношкола Midpoint город Уфа совместно с телекомпанией СТВ приглашает всех желающих на открытый мастер-класс в Сибая. В программе показ короткометражных фильмов, презентация деятельности киношколы и молодежного центра Союза кинематографистов Башкортостана, мастер-класс по киномонтажу и сценарному мастерству. 2 декабря Дом молодежи «Мир». Вход свободный, необходима онлайн-регистрация. Подробности в группе СТВ ВКонтакте. И это все новости на сегодня. Я желаю вам удачных выходных. До новых встреч!